Ансабар. Посмотка человек. Опа. Там-там-там-там-там-там-там-там-там. Это напоминаю просто. Там-там-там. Там-там-там-там. Так, окей. Я все прекрасно понимаю. У меня аж спина захрустела. Да. Вот такой вот, да, прекрасный переход. Так. Ну, насколько я знаю, вроде бы уже все. Есть казуальный патч на данную игру. Так, окей. Давненько я не играл в эту игру. Так. У меня снова пальцы отдохнули. Больше всего страдает вот этот палец. Потому что он на крестовине. Потом уже другой большой палец. Потому что он на других кнопках. Да. Вот так вот. Так. У меня какая-то идея была. Так, да, я помню, что я хотел пойти сюда и взять новое оружие. Новый инструмент. Также... Так, если хотите, могу сделать себе потише. Упс. Давайте я вырублю VPN на всякий случай. Все good, very good. Мрачная так. Ну пошли. Вот так вот. Это буквально два жука на меня наехали с претензиями, что у меня котлы не по масти. Котлы-то генеральские. Я по сути-то генерал. Ну, в плане героя. Она очень даже генерал. Да. И мне пришлось их убить на месте. Вот так вот.
Нихера себе. Так. Мгм. Да. Надо будет доставить мясо. Хочу заняться доставкой сегодня. Прям. Чё-то мне с ней Привет. видеться не особо охота. Привет, Мунглард. Здорово. Ткани, горючие материалы, из которых можно готовить взрывное оружие. Yes. Та-ра-ба-па-па-па-па-ба, бомдушка. Дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан. Дан-дан-дан-дан-дан. Ядрите шустро. Вам так не кажется, что я очень шустрый? Прокачался же. Ну, как прокачался? Просто получил... Так. Мне все-таки... Мне все-таки очень интересно поехать сюда. Ну, это по сути Metroidvania, понимаешь? Типа тут нет такого понятия, как прокачка, как, ну, в его обычном понимании. А то если мы сейчас будем говорить о прокачке, а третий человек, который будет слушать наш разговор, он такой подумает: блять, о чем они базарят? Это же не прокачка. Надо, ну, называть вещи своими именами. Это предмет скорошелковые анклеты, которые довольно-таки непросто получить, как казалось бы, для меня, потому что я не понимал, как их получить. Ну, за счет обвесов. Не, ну конкретно мы же о скорости говорили. Так. Так. Куда мне следует идти?
Чё, как дела, Моглард? Давно тебя не видел. Я играю сейчас в первую, там у нее это тоже на всякое есть. Но больше всего меня там карта бесит. Ну, в целом, как говорят игроки, ну, типа, или игровые журналисты, ну, в общем, те, кто, типа, играли в эту игру, они, в общем, говорят о том, что первая часть намного лучше в плане билдостроения. Понимаешь? Типа, она намного лучше. Тут с виду карта понятнее. Разве? Мне казалось, они совершенно одинаковые. В этом плане они один в один же вроде. Что изменилось-то? Так. Тупо бомба. Но я несколько обвесов повесил там на дальность атаки, на криты, когда при смерти и еще что-то на... Ну да. Не, ну я в целом реально говорю, что первый Hollow Knight, он намного вроде бы круче в билдостроении. Но вторая часть, она вот именно про потную Хорнет, которая, ну, всех за свой скилл, короче, въебывает. И максимум, что тебе предложат в плане разнообразия, это всякие разные стили боя, понимаешь? Ты типа можешь их бить в стиле быстрых ударов, жнеца или еще чего-нибудь другого, но и все. Причем у них как бы есть и Но ща преимущества. туплюкс, не понимаю, куда идти. Я что-то пропустил. Ну что? Вот и думай. Если даже так в первом Hollow Knight идут, ну, типа, такие проблемы, то в этом Silksong, ну, тупо забей. Ты тут ёбнешься. И это даже дело не в том, что ты плох как игрок или что-то в этом роде. Нет, это просто непривычный для тебя жанр. И все. Ты просто ранее так не играл. В этом дело. Просто сейчас, знаешь, я заметил такую тенденцию у тех, кто вообще вот играет в эту игру и там прочее. Они очень сильно боятся признать, что это плохая игра. Или в плане того, что они боятся, что это плохая игра для них. Если они готовы винить игру в том, что она плохая, то они говорят то, что она плохая, типа, блять, в принципе, типа, она плохая, потому что она слишком сложная для него, потому что долбоеб не может пройти игру. Но по факту игра-то не для него. Это все равно, что типа судить человека за то, что он плохо играет типа ММО, он плохо играет типа Hearthstone, он плохо играет Доту или что-то в этом роде.
Просто человек не готов к таким жанрам, и он не знает всех тонкостей игры. В этом-то и все и дело. А когда придурок сраный, типа, заявляет о том, что игра плохая, Да потому так и что... есть. В Стиме же можно бэкнуть, если что. Ну да, ну это много не понимает, потому что игра популярная, и все такие говорят о том, что, блин, если эта игра популярная, то, ёпта, она для всех. То есть я максимально уверен в том, что это главная претензия. В том, что, типа, ёпта, это же игра популярная, значит, она для массы. Понимаешь? То есть у многих глупых людей в натуре есть такая логика. И они такие, типа, реально так думают и типа, говорят об этом ни разу не в шутку. То есть они так, типа, на полном серьезе заявляют о том, Она что... популярна только для тех, кто прошел один часть и ждал продолжения. Не, нихуя, Rockwise. Просто она популярна в принципе. Привет, Rockwise. То есть это не как... конечно, популярная, если ее в новостях по первому показывают. Да вот именно. Вот дело в том, что она популярна в принципе. То есть нельзя назвать игру популярной только лишь для тех, кто проходил первую игру. Она популярна лишь потому, что она, сука, практически первая игра, которая положила Steam. Я даже не шучу. Вот это, я такого никогда не встречал, чтобы игра ложила Steam настолько, что легли сервера Доты, Counter-Strike и других игр Valve и там прочее. Это пизда. То есть такого никогда не было. Это настолько, блядь, типа овер-хайпнутая, охуеть какая ебанутая Всем стало игра. посрать на остальные игры. Ну, типа того, да, ну, типа, потому что эта игра, она слишком много внимания к себе... Ну, это буквально красный платок для быка. А бык — это буквально все люди. Понимаешь? То есть, там где-то реет белый платок, точнее, красный платок, а общество в виде быка, оно просто, ну, блядь, не может не обращать на него внимания. Оно просто есть, и все. И они реально идут сюда, а там бетонная стена. И не охуевает. Хули я не могу пробиться через эту бетонную стену к моему платку, потому что, ну, что за хуйня, типа. Почему она так популярна? Я понять хочу, типа. Люди так думают. Почему так? Понимаешь? И они такие... Ну, я не понимаю, честно, почему она такая оверхапнута. Она посредством 2D игрушка. Ждем еще 7 лет запоя, когда выйдет новая часть. Ну, это я запой, они реально работают. Я уверен, там просто у них свой какой-то около графики, они работают. Сука, это буквально 3 человека. И они ебашут. То есть я уже, ну, в натуре их дефаю в том плане, что они, ну, не зря 7 лет делали эту игру. Ну, ебать, как будто бы 7 лет не было другой игры. Ну, давайте представим, что не было 7 лет другой игры. Вышла только Hollow Knight, и других игр не было, и 7 лет мы ждали только эту игру. Объективно, 2 части сложнее, и из-за хайпа люди впервые лезут в жанр и сгорают. Да, так и есть, так и есть. Я об этом много раз говорил. И у меня даже есть записанный материал на эту тему. Я хотел его выпустить. Послушайте. Так. Вы знаете, что общего у человека, который ругает Феррари за то, что она не умеет плавать, Подкаст. и у тех, кто пишет гневные отзывы на Silksong? Сейчас, подождите еще раз. Так.
Вы знаете, что общего у человека, который ругает Феррари за то, что она не умеет плавать, и у тех, кто пишет гневные отзывы на Silksong? Правильно. Они просто перепутали средства передвижения. Сегодня мы посмеемся над теми, кто купил сложную игру, глубокую метроидванию, просто шедевральную игру. Ну, и ожидал, но совсем другого. Претензия номер 1. Слишком сложно, это несправедливо. Представьте, вы покупаете кроссворд в газете, а там слова больше 3 букв. Ну, это же провал, ё-моё. Я хочу, чтобы все ответы были из 2 букв, ну, и чтобы их можно было бы хотя бы покупать за донат ответы. Ну, почему в Silksong нельзя заплатить, чтобы босс умер сам? Ну, это же, ну, дискриминация обеспеченных людей, которые не умеют играть. Претензия номер 2. Некуда идти, где квест-маркеры? Я запутался. Мне пришлось шепотом исследовать мир и думать головой. Ну, серьезно. Мне пришлось... Блять. Я запутался. Мне пришлось исследовать мир и... Я там, если что, текст подготовил, и приходилось... Я такой, ну, когда читал этот текст впервые на видео, вот прямо сейчас, я в моменте думал, хуйня, и поэтому уже импровизировал. Так, сейчас, погодите. Запоминать маршруты, И выложи на YouTube. думать Такой срач головой, начнется. представьте себе. То есть это же 2025 год на дворе. Ну, я привык, чтобы игра вела меня за ручку от точки А до точки Б, ну как вот в моих любимых Assassin's Creed, как Watch Dogs, Yo Brother, yeah, или как мобильных RPG, там Genshin Impact, Forever in My Heart, you know. Я хочу большую стрелку, чтобы маркеры были, и там, ну, где враги, где моя цель. Ну, в общем, это вот мое любимое. И жалко, что вот в этой шедевральной игре, которую все любят, этого нет, к сожалению. Игра дерьмо. Претензия номер 3. Почему после смерти я теряю прогресс? Ну, это же бред. Я умер у босса, а меня откинуло к скамейке. Это ж какой-то, древний рудимент, как, я не знаю, зубы... Че за хуйня, блядь? Я умер у босса, а меня откинуло с скамейки. Это вообще что за древний пипец? Ну, то есть... Я что, в Дэнди играю? Я живу в 2025 году, где автосейвы это норма. Ну, почему мне не дают сохраниться прямо на арене с боссом? Я хочу нажимать после каждого удачного удара сейв F5. Вот в моих любимых играх по типу Fallout, Skyrim, Don't Go In My Heart, I Love You, Brother. Вот я просто обожаю. Там можно сохраняться когда угодно, если ты умер. Тебя не откидывает к скамейке. Ну что за бред? Да, тихо! Тихо, Дибин! Претензия номер 4. Зачем эти сложные боссы? Я не этого хотел. Я хотел расслабиться после работы, тут какой-то мужик с трезубцем требует учить мне паттерны атак. Я не для этого пришел. Я хочу нажимать одну кнопку и видеть, как летят цифры урона и выпадают... Блин, блядь, баран. А это... Тихо, иди тут на калитроллер. Баран, ансар. И в этот момент все дети просто в комнате. Да...
Очень, это ЛИ, да. А я, Ахаха. да. Выложи Претензия на номер Телеграм с 4. детьми и Зачем как эти кричишь сложные на них, боссы? лал. Я не этого хотел. Вот знаете, я купил игру, чтобы расслабиться после работы, а тут какой-то мужик с Да я не кричал. какой-то елдой учит меня Симс- делать... Требует, чтобы я учил его паттерны атак. Ну, я не для этого покупал игру. Я хочу нажимать на кнопку, видеть, как Хорнет сама бьет этого босса. Ну, я просто не понимаю. И это вот шедевральная игра, серьезно. Ну, типа, ребят. Да. 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 Претензия номер 5. Это не оригинально, это же просто Hollow Knight 1.5. Ну, знаете, что я Hollow Knight прошел так-то на 100%, на 112 даже. Ну, типа, Стальное сердце, Богоискатель там. Тут дело не в том, что игра сложная, а в том, что она, душная, понимаете, и даже не преподносит мне ничего нового, Ну, почему, вот, например, Silksong это не Battle Royale? Или, карточная мини-игра? Или, почему там нет системы крафта одежды, вот, для Hornet? Ну, я хочу, чтобы она бегала в других нарядах. Где награды за боссов? Ну, знаете, Дэвс все ее так хвалят, а я не вижу, за что ее хвалить. Понимаете? Вот Elden Ring, вот, например, да, вот Elden Ring, вот там вышла вообще игра с Battle Royale. Да, Elden Ring с Battle Royale. Да. А тут почему нельзя? Я что, много требую? Блять, это очень душная игра. Господи, какая же душная игра. Она не такая, как я хотел. Да. Ну, По факту так, да. Блять, я аж... это, да, надо вылаживать, подредактировать и выложить. И Бэл, вот я подумайте, сколько бы они заработали, если бы добавили внутриигровые донаты, Ну, нет, не особо, мне кажется. Ну, заработали бы, да. Ты понимаешь такой момент, что они все-таки играют, точнее, они работают на респект. Типа, они придерживаются такого момента, что уважение прежде всего. В GTA были такие моменты, когда тебе вдалбливали, что respect is everything. Уважение это все. И это правда работает. Понимаешь? Не то чтобы это было из корыстных целей, ни в коем случае. Они это делали искренне, Team Cherry. Они просто брали и делали, как это надо игрокам, и все. Они просто думали себя, они думали про себя, если бы они были бы потребителем, они такие типа, блять, а вот что бы, если бы нахуй, вот наша игра, они так сильно ждут, и они, наверное, думают, что будет оно стоить $70-60, а, блять,
Другие разрабы А вот Google наша поняли, прошлая что игра такая насыщенная стоила и качественная игра всего за 20 всего долларов. лишь 15 Теперь все долларов. игроки будут требовать игры по такой цене, а не по 40 А или давай 60 мы баксов. нашу игру просто выставим по 20 долларов. И все. И они такие, типа, блядь, ебать, ну давай, типа. Просто прикол в чем? Первая часть-то она стоила 15 Ждем DLC. долларов. 15 долларов она стоила. 15 долларов. Сука, первая часть, еще раз, я повторю, 15 долларов стоила первая часть. И все DLC, которые выйдут к Silksong, они будут бесплатными. Я в этом практически уверен. Потому что первая часть вышла таким же образом. Ну, в плане того, что не то чтобы... На старте со скидкой. С хайпом. Вообще, первая часть, чтобы вы понимали, она на старте вообще плохо продалась. Она в 6 тысяч человек в мире играла всего. Точнее, ну так, да. По чартам Стима. А потом после, где-то после 4 месяца, эта цифра поскочила до немыслимых каких-то 15, что-то в этом роде тысяч, или что-то вроде. Ну, короче, Я уже не знаю, про кого можно сделать следующую часть Илидлс. Про того поющего монаха с колокольчиком. Что этому послужило? Все просто. Просто скидки в Steam. То есть вы понимаете, насколько разработчики, ну, блять, вот чтобы понимали, они вот насколько разработчики не влаживались в маркетологов. Они вообще нихуя не делали в этом. Просто выложили в Steam хорошую игру, и спустя 4 месяца игра во время скидок взлетела, и о ней начали все говорить, потому что игра стоила доступные 9 долларов. Безумное, типа, число 9 долларов. И просто все играли в нее. И потом начали играть блогеры и там прочее, и понеслась. Началось всего лишь от скидки. То есть, не, ну по факту началось от того, что они просто, не то что просто, они по факту сделали хорошую игру, а потом скидка спасла игру. Скидка в 50%. 50. 50. А игра стоит 15 долларов. Первая часть. А Silksong 20. То есть по факту всего лишь 20, точнее 5 долларов дороже. Ты смотрел ролик «История одной секты», где все это рассказали? Нет, я спрашивал нейросети там и так далее. 9 баксов можно просто на улице найти гуляя и случайно споткнувшись об них. У Дипсика спрашивал насчет, блять, как Hollow Knight вообще появился. И он мне скинул ссылки, и я просто охуел. У него же есть функция Search, и я просто... Споткнуться об бумагу? Ага. Ну и в общем, да, вот просто так вот узнал такой факт. Спрашивал. Ничего. Вот так вот, так что. Вот так вот. Это все работает. Ты все закончил и идешь к финальному боссу? Ну, я второй акт заканчиваю, по сути. Может, двинусь дальше. Посмотрим. Не все закончил. Так, мы желаем услышать песни архитекторов в сердце нашей цитадели. Тех, кто поддерживает наше королевство, его стены, его основания и даже голос. Даже когда другие молкают.
Мы желаем услышать голос смотрителей из их великих катакомб. Тех, кто сквозь века оберегает нашу историю, наши молитвы и наши тайны. Мы желаем услышать мелодию праведников высоковых сверкающих башнях. Тех, кто несет самое тяжкое бремя и мог бы вечно нести нашу землю к величию. Споткнулся. Там 9 баксов, а за углом чел расстегивает свой пиджак и спрашивает: «Хочешь хайлаунит?» А, Да. вижу, ты нашел предметы и был в тех местах, которые я не обнаружил. Некоторые локи не обязательны для сюжета. Так я хочу... На 100%. 100 бакс. Пилигрим, сохранивший песнь нашу в своем панцире. Поднимись! Яви свою величайшую праведность нашему священному сердцу. Let's go, motherfucker! Заданий нет. О! Качаешься перед боссом. Да. Блять, пачка лейс. Ну прям на круге. Грибная девочка. 10 аниме. Так, ладно, сейчас. Эта пизда меня пожалеет, что вообще решил мне въебать Это шляпа хоть Наполеона. какой-то урон, блин. Эта сука у меня пожалеет. Эта пизда мне охуеет, я вам говорю. Так, что мне нужно, чтобы Эта она девка охуела? сложнее последнего босса на Йолин Лалкс. Да не. Сколько я ее пиздил. А пиздил ее страшно. Я знаю что? Даже возьму вот эту хуйню. Колючий браслет. А вы знаете, что это такое? Это двойной урон. Для меня и для нее. Пора страдать, пизда.
Хорошо, блядь. Давай, давай. Но у нее золотая игла. А у меня чё? Игла улья. Френ. Но в какой-то момент мне думается, что придется... Слушайте, я понимаю, в чем прикол. Это, возможно, даже такая задумка разработчиков. Следите за мыслью. Сейчас я подкину. Так сказать, Она жжет над тобой. визуал для размышления. Сейчас я подкину. Когда я убил Фантома, Мне А нравится, а как она фантом? смеется. а Фантом похожа на нее. Так. Ща. Я попробую, как бы это сказать, эстетично ее бить. Эстетикой. Фантом и что? Не уловил. Они похожи? Ты не видишь? Фантом и Лейс, они безумно похожи. Она без текстуры. У нее есть дизайн персонажей. Блять. Ну давай без этого буду. Так уж и быть. Попробую по-нормальному убить ее. Без излишнего хардкора. Так, я практически норм. готов признать, что она довольно неплоха. Она реально крутая. Она реально крутая. Сколько? 5-я попытка? 6-я? Сегодня не лечишься, Лал. Так. Понял. Понял. Она крутая. Она реально крутая.
понял. Сейчас. Ща. Что-то я слишком разошелся. Ща я будем ябать. Это выглядит как настоящий интересный файт. Видите, да? Видите? Это очень интересно. Это действительно интересно. Окей, она пробуждает безумный интерес, блять, на прохождение. Капец как. Она в первые разы вообще типа не старалась. А сейчас вообще вылаживается на полную. То есть ее тут сейчас так настроили, что она безумно крутая. Хочешь завалить его? Она, знаешь, мне кого напоминает? Старика истины из Секера. Есть немного. Да я ж нажимала. Так. Ну давайте используем максимум наших возможностей. Если уж на то пошло. Но хоть не учителя секира знак равно. Учитель Секера. Так, учитель Секера был его отцом, и он был пассивным, не очень таким сильным. Ну, он был самым сложным боссом. Не, дедушка Истин был нам самым сложным боссом.